Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши темы. Деньги любят счет. Татарстан находится на 4-й позиции среди субъектов Российской Федерации и лидирует Приволжском федеральном округе по объему мобилизованных доходов. Расходы и доходы бюджета республики. Об итогах первого квартала этого года расскажет Зарина Ахметова. Метеорологи предупреждают, спасатели действуют. Зафиксировано 2 случая перехода огня от сухой травы на строение в Актанельском и Чистопольском районе. Почему татарстанцы не смогут зажечь на майские праздники? Сергей Хайдаров. Дом построили, оформить не могут. Все мы строили сами, все достраивали. В совхозе более 20 лет отработали. Почему жители Верхнего Акташа не могут прописаться в свои дома? Выясняла Филюза Хамидуллина. Расскажи о себе в кадре. Видео я снимала на обычный телефон. Весь сюжет я продумала сама. Об условиях второго тура конкурса «Айда на ТНВ» расскажет Салават Мухаммадулян. Начнем со срочного сообщения. Сильный пожар произошел в промзоне Нижнекамска. Там пострадали 17 человек, 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Сейчас по поручению президента Рустама Минниханова на место выехал глава Минздрава Марат Садыков. На месте работают 9 бригад скорой медицинской помощи. Подробности позже. Пока к другим темам. Районам уменьшить кредиторскую задолженность, налоговикам продолжить работу по выведению из тени самозанятых. Сегодня в Доме правительства обсуждали исполнение бюджета в начале года. Кто как платит, слушал Рустам Минниханов. Как выяснилось, налоги поступают, но есть проблемы. Какие, расскажет Зарина Ахметова. Татарстан находится на 4-й позиции среди субъектов Российской Федерации и лидирует Приволжском федеральном округе по объему мобилизованных доходов. А доходы уже за первые месяцы этого года 66 миллиардов рублей. Это почти на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году. Лидирующая позиция в структуре поступлений – платежи от организаций. 42% – это та часть налогов, которая поступила от предприятий. Всего более 27,5 миллиардов рублей. Основные отрасли, где объем платежей вырос – это нефтяная, химическая и газовая. Но исполнять свои обязательства спешат не все. Среди организаций есть и такие, кто пытается уменьшить сумму налога преднамеренно. В числе недобросовестных плательщиков и физлица. Есть не совсем качественные или несвоевременные плательщики. Это по налог на доход физических лиц, это по земельному налогу и по налогу на совокупный доход. В этом деле это показывает увеличение задолженности и увеличение недоимки в том числе. Говорит о том, что нам необходимо усилить работу недобросовестными плательщиками, которые несвоевременно по сроку заплатили. Платежи от граждан – это вторая по величине составляющая бюджета. В этом году платят хорошо. Растет и число самозанятых, которые уже начали вносить налоги в казну. Сегодня уже 8600 татарстанцев стали плательщиками налога на профессиональный доход, и количество вновь зарегистрированных ежедневно увеличивается. На 1 апреля поступление данного налога составило около 2 миллионов рублей, при этом уплату производили только предприниматели, зарегистрировавшиеся в январе. Все, что пришло, направят в дело. Одна из основных статей расходов – исполнение нацпроектов. На это планируют потратить более 19 миллиардов рублей. Нацпроекты, все соглашения, все, что необходимо, мы должны не только реализовать, не только деньги потратить, получить и потратить, нашу часть тоже, но это должно дать качественные изменения жизни, и люди должны это почувствовать. По недоимкам президент поручил провести детальный анализ и проблемы устранить. Исполнение доходной части в этом году также предстоит напряженное, так как дефицит в бюджете значительный. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Бюджетообразующее предприятие Республики Казань «Оргсинтез». Сегодня там президенту показали новые площадки и раскрыли цифры объемов производства. Главное, в 2018-м удалось добиться существенного роста финансовых показателей. За счет чего, расскажет Дмитрий Аринин. Начало старта здесь. Газ – основное сырье. Дальше она передается на компрессоры. Это одна из 4 новых печей пиролиза. Их запустили в конце минувшего года. Их совокупная мощность составила 72 тонны в час. Они заменили 10 старых печей. Новые мощности сегодня показали Рустаму Минниханову. Минувший год для Казани «Оргсинтеза» ознаменовался появлением сразу нескольких новых объектов. Это производство ФФС-пленки, узел производства концентрата технического углерода. В планах предприятия и новая энергоустановка.
Вопрос серьезный, значительный для Казань-Оргсинтеза, для экономики Республики Татарстан. Такое шило в мешке не утаишь, серьезная, грандиозная стройка. Мы с очень таким внимательным, щепетильным моментом подходим к ней, чтобы ничего не упустить. За минувший год Казань-Оргсинтез добился существенного роста финансовых показателей. Чистая прибыль составила почти 20 миллиардов рублей, что на треть больше показателей прошлого года. За 2018 год выручка от реализации товарной продукции составила 79 миллиардов 22 миллиона рублей, что на 7 миллиардов 19 миллионов рублей или на 9,7% выше уровня 2017 года. Основное влияние на увеличение выручки оказала конъюнктура цен на рынке полиэтиленов и поликарбонатов. В минувшем году на Казань-Оргсинтезе выпустили почти 1 миллион тонн товарной продукции. Большая часть – полиэтилены. Покупатели – 1000 предприятий в 33 странах, от Азии до Южной Америки. Основным же рынком сбыта остается наша страна. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составили почти 10 миллиардов рублей. Работу предприятий сегодня отметил Рустам Миниханов. В этом году будет большая программа по модернизации поликарбонатового производства. Все это говорит о том, что предприятие имеет хорошую перспективу. Я считаю, что это огромный труд трудового коллектива, системная, хорошая работа совета директоров, ну и, конечно же, команда управленцев, исполнительная дирекция справляется с теми задачами, которые стоят перед вашим предприятием. Я хотел бы поблагодарить вас за вот такую слаженную, хорошую работу. Добавим, что на капитальное строительство и обновление оборудования в минувшем году было выделено 12 миллиардов рублей, что в 1,5 раза больше, чем ранее. Дмитрий Айрин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На майский зажечь не получится. С 25 апреля по 10 мая в республике особый режим. Будут бороться с пожарами в лесах и в частном секторе. Ни шашлыков пожарить, ни мусор сжечь на дачах. Уже завтра стоит ждать у себя в гостях спасателей. Напомнят правила безопасности. Жестокий и беспощадный лесной пожар. Чем теплее, тем больше новостей о возгораниях со всех уголков страны. Горят леса в Преамурье. Да так, что спасатели эвакуировали целую деревню. Готовили к борьбе со стихией в Татарстане. Спасатели в районах выявили 250 нарушений. Несоблюдение в 20 населенных пунктах противопожарного расстояния по всей границе населенного пункта до лесного массива. Отсутствие или неисправность наружного противопожарного водоснабжения в 14 населенных пунктах. Достаточно жесткое санкционирование мы не применяем, но у пожарного надзора достаточно много, в том числе и штрафных инструментов для работы как с собственниками, так и должностными лицами. Поэтому пусть они внимательно все смотрят и дисциплинированно исполняют. Если есть нарушение, значит есть вероятность трагедии. Причем чаще всего человек провоцирует пожар сам. Для этого многого не надо. Стоит поджечь в лесу мусор или сухую траву. Только в прошлом году 3000 таких возгораний. В этой огненной борьбе спасателей не оставляют лесники. Страхуют и с земли, и с воздуха. Авиапатрулирование. У нас также приказом утверждены 3 маршрута. Где-то 1600 километров общей протяженностью. Также ведем наземное патрулирование. Не утешают и прогнозы метеорологов. Хуже всего это когда жарит солнце и нет осадков. К среде мы будем иметь уже температуры 15-20 градусов. Соответственно, горимость лесов повсеместно поднимется до 3 класса. В лесу строго-настрого запрещено разводить костры, жарить шашлыки, курить. Это лишь часть ограничений, которые будут действовать со вступлением особого противопожарного режима. Он продлится с 25 апреля и по 10 мая. Соответственно, многим из нас придется пересмотреть свои планы на майские праздники. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Итак, в Татарстан идет тепло до 20 градусов, обещают уже на следующей неделе. А это как раз чревато пожарами. С понедельника ночные температуры вырастут до плюс 6 градусов. Среднемесячная температура воздуха и количество осадков будут соответствовать норме. Лишь в июне осадков будет меньше, чем обычно, говорят синоптики.
Токсичные выбросы, отравление или инфекция. Специалисты провели экспертизу уток, которые массово погибли на Булаке в Казани. Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появились фотографии мертвых птиц. Они лежали брюхом кверху. Ранее подобных случаев в Казани не выявляли. Результаты отобранных проб состава воды показали, превышение предельно допустимых концентраций не выявлено. Значит, еще предстоит выяснить причину гибели птиц. Дома есть, а документов на них нет. Жители села Акташ Альметьевского района почти 20 лет не могут зарегистрировать свои жилища. Все дело в том, что дома, которые им предоставил совхоз, построены на землях сельхозназначения. Как теперь им быть? В ситуации разбиралась Филюза Хамидуллина. А нам жить где? Мы как бомжи живем. Людмила Варакина с семьей переехала сюда с Ульяновской области в начале 2000-х. Совхоз имени Токарликова дал им и работу, и этот недостроенный дом. Достроили. Об оформлении тогда не задумывались. Если мы будем вдвоем работать в совхозе, нам в собственность перейдет наш коттедж, который нам дали. Мы его достраивали, работали в совхозе и надеялись на документы. Нам давали ордера и давали договор. В случае того, если ты подписываешь договор на 25 лет отработать в совхозе, то нас прописывали по этому ордеру. В 2000 году сюда переехали 12 семей. Тогда здесь не было ни воды, ни газа, ни света. Жители своими силами провели коммуникации и теперь не могут оформить дома, которые сами же достраивали. Случилось так, у нас сын ослеп на предприятии. Нужно было на операцию в Израиль везти. Я хотела дом продать. А как я его продам, если его нет, этого дома? Все, сына похоронили. Нет документов на жилье, а значит, ты прав. Жители теперь не могут попасть в больницу и застраховать свое нажитое имущество. Даже куда-нибудь пойдешь, в эту же больницу. Прописано там, живете там. Жители не раз обращались в исполком района. Оказалось, земля под домами сельхозназначения. Некоторые дома по улице Шоссейной не были внесены в границы населенного пункта. Без внесения в границы населенного пункта данных объектов невозможно проводить какую-то инфраструктуру. Ну и, соответственно, они не смогут оформить свои земельные участки, не войдя в границы населенного пункта. В бюджете исполкома села и района средств на новый генплан не предусмотрели. Вопрос стоит в том, что теперь надо этот генплан переделать. Ищем инвестора или спонсора, кто мог бы помочь. Сумма довольно-таки весомая. Параллельно жителям нужно будет подать иск в суд, чтобы оформить право собственности. Мы готовы помочь этим гражданам, так как они являются нашими бывшими сотрудниками. Здесь мы видим один единственный путь – это решение через суд. Мы всячески будем помогать нашим бывшим работникам именно в суде. Я думаю, вопрос суд решит положительно. Какой вердикт вынесет Фемида и смогут ли жители стать полноправными хозяевами своих владений, обращаться по прописке в поликлинику и получать жизненно важные услуги? Мы еще вернемся к теме. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. А я напомню, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами наших выпусков. Трудовой десант выйдет в парки и скверы республики. Завтра татарстанцы смогут присоединиться к общегородским субботникам. В Казани они пройдут в Горкинско-Аметьевском лесу, парках Победы, Урицкого, Тинчурина и других. В Альметьевске центральный субботник состоится на улице Шевченко, а в Челнах, Нижнекамске и Елабуге генеральная уборка в каждом районе. Перчатки, мешки, грабли и другой инвентарь выдадут на месте. Авантюристы забирали до половины страховых выплат у водителей после аварии. Что это? Лазейки в законе, доверчивость автовладельцев или новый вид мошенничества? Анализ читайте в статье «Независимый комиссар» в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. На благо каждого. Наши активные сограждане. В Татарстане поздравили работников и ветеранов органов местного самоуправления. Как с годами менялась специфика их работы, расскажет Рамиль Шайдуллин. Расскажи о себе в кадре. Видео я снимала на обычный телефон. Весь сюжет я продумала сама. Об условиях второго тура конкурса Айдана ТНВ расскажет Салават Мухаммадуллян.
Есть такая профессия – жизнь людей улучшать. Рустам Минниханов сегодня поздравил ветеранов и работников органов местного самоуправления. Сегодня тех, кто так или иначе связан с самоуправлением в Татарстане, десятки тысяч. Чем же их труд отличается от остальных, расскажет Рамиль Шайдулин. Я считаю, что основная задача местного самоуправления, чтобы жизнь наших людей была лучше, чем когда-то была. Борис Захаров хорошо помнит, что такое бездорожье, помнит и неподдельную радость земляков после подключения газа. Да и много чего еще, что сегодня уже история, более 15 лет. Он работал там, что сегодня назвали бы основой самоуправления. Не было даже законодательной базы, на что опереться, как надо вести свою работу. Вот это были непростые годы, 90-е годы. Теперь эти имена знает каждый, кто продолжил их дело, а их труды – та самая база, на основе которой и работают и районные, и сельские власти. Только перед новым поколением уже новые вызовы. Находясь на передовой линии, вам повседневно приходится находить решение сложных вопросов территорий и конкретных граждан. По результатам вашей работы формируется имидж органов власти в глазах населения в целом. Речь о десятках тысяч депутатов, управленцев и общественников. Целая армия, ставшая такой буквально за считанные годы. В этом году исполняется 15 лет со дня принятия закона Республики Татарстан о местном самоуправлении. В настоящее время в органах местного самоуправления работает профессиональная команда сплоченных единомышленников. Помогает и уникальная, по сути, татарстанская господдержка органов. В конечном итоге это превращается в дороги, чистую воду и во многое другое для улучшения жизни людей. Главные миссии самоуправления. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Чаще всего нарушения встречаются в сфере строительства, ремонта и реконструкции. На втором месте медицина, на третьем – бытовые закупки, сообщили сегодня в татарстанском ФАС. В первом квартале этого года возбудили 247 административных дел. Так оказалось, 76% поступивших жалоб на нарушения при госзакупках были признаны обоснованными. Также сегодня рассказали об изменениях в законе в этой сфере. Предполагается облегчение, немного либерализация вот этих положений. Там предполагается, что уже поставщикам, это либерализация в отношении поставщиков, да, чтобы меньше были основания отклонения там. Расскажи о себе в кадре и получи путевку в финал. Сегодня на нашем канале завершается прием эссе на первый тур конкурса «Айдана ТНВ» и начинается второй. Сюда попадают все, кто выполнил условия первого этапа. Задание – снять видеоролик, самопрезентацию. Как ее лучше сделать? Инструкцию совместно с нашими прошлогодними победителями подготовил Салават Мухаммадуллин. Можно записать самопрезентацию, стоя на руках. Или, например, спросить о себе у прохожих. Привет, расскажи обо мне. Привет, ты Салават, корреспондент ТНВ. Есть вариант записать видео и на специальном телевизионном фоне. При желании его можно организовать и у себя дома. Без разницы, это ваше поле для творчества. Второй тур конкурса «Айдана ТНВ» уже стартовал. На профессиональную технику или попросить друга на телефон, а можно и просто на фронтальную камеру. Нет никаких ограничений. Главное – креативность, эмоциональность, полнота информации о себе и, конечно, оригинальность. Решайся и двигай прочь. Трэш, хьялы. Эти самопрезентации в прошлом году попали в финал конкурса «Айдана ТНВ». Их авторы Алия, Инзиля и Сирина стали победителями и теперь учатся в высшей школе журналистики КФУ благодаря гранту от ТНВ. В своей работе я использовала также архивные видеоматериалы с различных выступлений и конкурсов. На самом деле видео я снимала на обычный телефон. Весь сюжет я продумала сама. В этом мне помогли мои одноклассники. Во втором туре принимают участие все, кто выполнил условия конкурса и прислал нам эссе во время первого этапа. Работу нужно прислать на этот электронный адрес. Видеопрезентация должна быть до 2 минут в формате MP4. Срок до 30 апреля. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Его называют гениальным скульптором современности, а работы настоящими шедеврами. В Челнах открылась уникальная выставка авторских кукол Даши Намдакова. Раньше экспонаты можно было увидеть только в модных галереях крупнейших столиц мира. Сейчас их впервые привезли в Татарстан. В мир завораживающих кукол погрузилась Вероника Гайнутдинова.
У каждой из них свой характер. Куклы будто живые, рассказывают свою историю. Эти, например, играют на маринхуре, монгольский музыкальный инструмент под охраной ЮНЕСКО. Все куклы и есть персонажи монгольских и бурятских эпосов. Всадник имел свою крылатую лошадь, которая при том, как летала, она издавала музыку. В ее волосах звучала музыка. И получается, когда застрелили любимого коня, то воин не растерялся, он создал музыкальный инструмент из частей своего коня. Кроме этого, здесь деревянные троны, коралловые бусы, ручное шитье и плетение из конского волоса. Куклы – законченные произведения, выполнены как скульптуры в объеме, в стилизованных национальных одеждах и с историческими атрибутами. Они – фамильная ценность семьи Даши-Намдакова. Куклы делаются по эскизам Даши-Намдакова. После того, как эскиз закончен, причем он обсуждается всей семьей, также это не он один все придумывает, кукла уходит на изготовление. На изготовление уходит где-то от 2 до 3 месяцев и делают ее из 7 членов 8. Куклы перевозят в специальных коробках, а на выставке они стоят в стеклянных боксах. Но это не мешает восхищаться ими и фотографировать. Много разных кукол, красивых, интересных. Мне понравилось сегодня на выставке кукол, и мне понравились фотографии, истории про них. Увидеть уникальную выставку известного бурятского скульптора приехала и команда КамАЗ-Мастер. Ювелирную работу создания кукол они сравнивают с изготовлением больших грузовиков. Все миниатюрное, где все находится, скажем так, под стеклом, где нам рассказали процесс, как все это, и как каждая кукла изготавливается. И необычно, мы привыкли к тяжелому металлу, к железу. В мире сейчас таких кукол чуть больше 60. Все они в единственном экземпляре. Стоимость одной достигает 45 тысяч евро. Выставка работает до 5 мая. Вероника Гайнудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», ария Роберта из оперы «Иоланта», музыка Глинки, Чайковского и Масне. В эти минуты в Казани завершается международный конкурс имени Михаила Глинки. Сейчас идет награждение победителей. С нами на связи Альбина Асылгараева. Альбина, уже известны победители. Здравствуй. И есть ли среди них татарстанцы? Добрый вечер, Алексей. Да, действительно, сегодня здесь проходят и гала-концерт, и награждение победителей. А премии всего 4, вручают попарно мужчинам и женщинам, а значит, победителей 8. Да, среди победителей есть казанская вокалистка, но она заняла 2-е место. 1-е место у вокалистки из Москвы, и она, несмотря на свой юный возраст, ей всего 21 год, уже дает наставление тем, кто хочет в будущем участвовать в этом конкурсе. Я могу пожелать будущим участникам, то определенно не бояться принимать какие-то смелые решения, ни в коем случае не сомневаться, стоит ли принимать участие в этом конкурсе, потому что это огромная возможность, это огромный шаг в будущей карьере каждого певца. Я считаю, что этот конкурс, он оставляет неизгладимое просто впечатление. Международному вокальному конкурсу имени Михаила Глинки более полувека, 5 лет он не проводился. И вот сейчас в Казани он возродился. Жюри отслушало более 250 участников. Само жюри очень представительное. Его председатель Альбина Шигимуратова, мы с ней успели пообщаться до начала. И она уже подводит итоги конкурса в целом. Предлагаю послушать. Это единственный международный вокальный конкурс у нас в стране. И я очень рада, что вот так сложилось. Очень надеюсь, что этот конкурс закрепится в Казани и будет продолжать жить здесь и станет таким определенным культурным брендом для республики. И, конечно, здесь сегодня гала-концерт, здесь лучшие имена, лучшие голоса и волшебный концерт. Я хочу, чтобы вы тоже послушали это. И я хочу отметить, Алексей, что сегодня все гости выразили единую мысль, что они бы хотели, чтобы этот конкурс закрепился в Казани навсегда. Алексей? Спасибо, Альбина. И мы с удовольствием будем освещать этот конкурс. Это было прямое включение из БКЗ. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Далее о погоде. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он в 21:30. Всего вам доброго.
Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Лучшие синхронистки в Казани. Сегодня во Дворце водных видов спорта стартовал этап мировой серии ФИНА по синхронному плаванию. Эти соревнования проходят в нашей столице впервые. Казанский этап мировой серии стал третьим по счету. Всего их будет 8. Первый этап приняла Франция, затем соревнования прошли в Греции. Трехдневная программа состязаний включает соревнования групп, выступления соло, дуэтов и смешанных дуэтов, а также комбинированную программу – соревнования акробатических групп. Лучшие сборные по сумме этапов в каждой дисциплине выступят в суперфинале. Тем временем Дворец единоборств собрал титулованных представителей тэквондо. Сегодня там стартовал чемпионат и первенство России по разновидности ГТФ. Более 700 спортсменов из 50 субъектов страны. На протяжении 4 дней пройдет отбор на чемпионат Европы. К слову, престижный турнир Старого Света пройдет также в столице Татарстана в конце июня. В первый день соревнований участники чемпионата России показали свою силу и ловкость в 10 дисциплинах. Завтра в бой вступают юниоры. Чемпионат завершится в воскресенье. Тэквондо ГТФ является достаточно очень популярным видом спорта. У нас сейчас в России развивают практически примерно около 60 регионов. Каждым годом увеличиваются регионы, количество спортсменов. И появляются сильнейшие спортсмены, где среди них есть уже чемпионы России, и Европы, и мира. Для спорта нет ограничений. В Казани стартовал фестиваль «Спортлиния» для особенных детей старше 11 лет. Порядка 200 участников выполнят нормы ГТО, сразятся в соревнованиях по настольному теннису и флорболу. Весь прошлый год отборочные этапы по фестивалю прошли в 17 школах республики для детей с ограниченными возможностями здоровья. Татарстанских спортсменов теперь знают и на международных площадках. Победители республиканского турнира по юнифайт футболу из Мамадышского района представляли нашу страну на мировых стартах в Чикаго. Ребята наши выступили, я считаю, неплохо. То есть для первого раза мы заняли 3-е место призовое на всемирных играх. Я думаю, результат есть у нас. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после интересной информации. Спонсор программы – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественный и недорогой шкаф-купе по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики облачно до 9 тепла. На северо-востоке Татарстана аналогичная ситуация, осадков не ожидается. На севере Татарстана небо будет затянуто облаками, 8-9 градусов выше 0. На северо-западе республики довольно тепло, но пасмурно, до 10 градусов выше 0. На юго-западе республики будет облачно, без осадков, 8-10 тепла. В центре Татарстана солнце совсем не будет видно, до плюс 10. Спонсор программы «Тантана» – новый банкетный ресторан в Казани. Вкусные халяльные продукты, красиво украшенные залы, комнаты для чтения намаза. По случаю священного месяца Рамадана принимаются заказы на проведение ифтара. Банкетный ресторан «Тантана» – идеальное место для этого мероприятия. Места ограничены. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлисханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Остеохондроз, грыжа, протрузия, болезни позвоночника могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани облачно с прояснениями. До 11 тепла. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам дня. До свидания.